Здравствуйте. Можете представиться? Здравствуйте, меня зовут Эстер Тетрашвили. Я работаю как политический офицер в американском посольстве в Таджикистане. Сегодня День беженцев. Что этот день означает для вас? Для меня День беженцев означает историю моей семьи. Я бывший беженка, и моя семья, мы были из Азербайджана, мы уехали из-за войны и беженцев. Как вы думаете, какие были основные проблемы, препятствия после того, как вы покинули Азербайджан и стали беженкой? Ну, процесс сам стать беженцем в Америке очень длительный и тяжелый. Во-первых, оставить свою страну. Мои родители были очень молодые, 25, 20, и с 2 маленькими ребенками. Я только родилась, у меня старшая сестра только было 3 годика. И мы должны были отдать наше гражданство советского в Москве и потом приехать в Америку с статусом беженцем. И мои родители, папа закончил институт, имел свой собственный бизнес, мама тоже работала как помощник доктором, и их дипломов они не могли защитить их. И они, знаешь, вот типичная такая американская история. Мама работала как домработница, папа работал в такси и пицца продавал, и в то же время в школу ходили, опять получили свою диплом, и в то же время в нас внедрили, что надо учиться, надо стремиться. Они привезли нас сюда, чтобы мы имели лучшую жизнь и больше возможностей. Насколько адаптация в Соединенных Штатах была легкой? Именно для вас? Мне было только 8 месяцев, когда мы приехали, мои первые слова были по-английски, не по-русски. Но для моих родителей, конечно, это было тяжело. Я думаю, у них язык не было, они должны были выучить язык, и потом экзамен должны были сдавать. Вот мы только получили наше гражданство в 1996 году. И, конечно, что помогает, что в Америке у нас очень много других людей тоже, которые были беженцы, другие мигранты. И когда ты сперва приходишь в страну, ты сразу идешь к теме, которые тоже разговаривают по-русски, помогают тебе. И вот как-то эта помощь помогла им, было тяжело, конечно. Да, было тяжело. Были моменты, когда мама работала на 3 работах, папа работал на 2 работы, и никто не мог смотреть за нами, как-то они это сделали.